вдохновляющая работа смелых людей настоящего диалога. Первая Всемирная общественная ассамблея «Новый мир осознанного единства» состоялась 20-21 сентября 2025 года в Москве в Центре международной торговли. Ее проведение было приурочено к Международному дню мира. Подтверждена международная поддержка ассамблеи со стороны участников из более чем 150 стран, включая страны Евразии, Африки и Латинской Америки. Продолжаются переговоры с международными организациями, включая интеграционные объединения и Альянс цивилизации ООН. На площадке ассамблеи делегаты и спикеры делились опытом ведения бизнеса и его международного расширения, делились новыми идеями и проектами, которые несут в себе социально-культурную перспективу. В ассамблее приняли участие выдающиеся общественные деятели, представители международных, межправительственных и неправительственных организаций, включая ООН, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, АСЕАН и других международных организаций. В числе участников политики, дипломаты, ученые, эксперты в области образования, культуры, молодежные лидеры, спортсмены, космонавты, предприниматели, представители мировых и традиционных религий, а также ведущих мировых СМИ. Организатор – Ассамблея народов мира при участии дирекции Всемирного общественного саммита. Всем очень большое спасибо за то, что вы все приехали сюда, к нам, на нашу ассамблею. Я позволю себе высказать мысль, которая не входила в планы открытия нашего сегодняшнего дня. А давайте, я предлагаю, после окончания работы, двухдневного цикла нашей работы, все те, кто зарегистрировались в качестве участников нашей ассамблеи, станут членами этой организации. Если кто-то откажется, пусть откажется. Главная идея ассамблеи – поиск нового формата гуманитарного взаимодействия, где акцент делается не на конфронтацию и противостояние, а на диалог, сотрудничество и объединение усилий ради мира и развития. Участники подчеркивали, осознанное единство должно стать не только моральным выбором человечества, но и практическим инструментом международных отношений. Особое внимание на форуме привлекла делегация из Абхазии. В состав делегации Республики Абхазия вошли глава администрации Галского района Константин Пилья, игумен Игнатий Киут, директор Галмедиа Тея Аршба, Астамур Адлиба, Ирина Гвинджия и Давид Чхеидзе. Абхазскую делегацию на полях Всемирной общественной ассамблеи встречали член Высшего консультативного совета Ассамблеи народов мира Аслан Бжания и руководитель представительства Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия Астамур Ахсалба. Этот вектор стал определяющим для диалога на площадках стратегического партнерства ряда интеграционных объединений, молодежного и медиафорума, а также ляжет в основу бизнес-форума. Так, глава администрации Галского района Константин Пилья представил масштабный проект Международного детского и молодежного центра отдыха и образования «Амра». Он подробно рассказал о перспективах строительства оздоровительно-образовательного лагеря на базе Галского водохранилища, который займет территорию площадью 96 гектаров и потребует инвестиций порядка 17 миллиардов рублей. Дамы и господа, уважаемые коллеги, организаторы и участники Всемирной общественной ассамблеи, в первую очередь хотел бы поприветствовать вас и поблагодарить за приглашение. Для меня огромная честь выступать перед вами на этой высокой трибуне и представить от Республики Абхазия уникальный проект Международного детского и молодежного центра отдыха и образования «Амра». В рамках стратегии развития межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия предлагается к рассмотрению проект создания в республике социально-культурного кластера с участием российских инвесторов и операторов. Он располагается в Галском районе Республики Абхазия. Общая площадь представленных проекта 96 гектаров. Состоит из 3 фаз. Первая фаза – это круглогодичный детский центр отдыха и образования, одновременно до 500 детей. Общая площадь застройки 21 гектар.
Вторая фаза – это киноцентр с тематическим парком и киностудией. Уникальное культурное пространство, основанное на киноискусстве, является расширением детской инфраструктуры, а также самостоятельным туристическим объектом. Общая площадь застройки 24 гектара. И третья фаза – это круглогодичный универсальный спортивный комплекс, проведение тренировочных сборов для сборных команд Российской Федерации по ключевым видам спорта, футбол, легкая атлетика, игровые, водные виды спорта. Общая площадь застройки 21 гектар. Дополнительно зарезервировано около 30 гектаров для дальнейшего развития инфраструктуры. Результатом реализации проекта станет создание социально-культурной доминанты территории как основы креативной экономики региона. Общий объем инвестиций проекта 17 миллиардов 400 миллионов рублей, а срок окупаемости 8 лет. Основные фазы проекта вы видите представлены в презентации. Этот проект начинался при президенте Асане Георгиевиче Бжане, и вновь избранный президент Бадыр Зарыпович Гумба поддерживает этот проект. Проект призван стать значимым вкладом в будущее республики в отношения, формируя поколение, готовое отвечать на вызовы современности и уверенно смотреть в завтрашний день. Уважаемые друзья, хочу отметить, что представленный проект и многие другие в нашей стране возможны благодаря в первую очередь той всеобъемлющей поддержке, которую оказывает Республике Абхазия лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Стратегическое партнерство России и Абхазии закреплено за годы сотрудничества двумя стратегическими соглашениями и десятками профильных. Оно продолжает успешно развиваться. Также хочу благодарить за большой личный вклад в российско-абхазское содружество заместителя главы администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко, нашего земляка, сухумца, который не понаслышке знает о проблемах Абхазии. Отдельная благодарность, конечно же, министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову. Благодарностью отмечу и то, что площадка Всемирной Ассамблеи стала сегодня доступна для предоставленной презентации проекта Международного молодежного центра и образования АМРА Республики Абхазия благодаря усилиям генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Юрьевича Белянинова. Кстати, он здесь. Мы уверены, что при такой поддержке Международный детский молодежный центр отдыха и образования АМРА станет важным звеном в развитии подрастающего поколения, заложит основы гармоничного развития будущих лидеров в наших странах и создаст условия реализации талантов и способностей. Спасибо за внимание. Константин Пиля подчеркнул, что проект АМРА – это не просто современный лагерь, а место, где будут воспитываться новые поколения, ориентированные на ценности дружбы, взаимопонимания и здорового образа жизни. Мы создаем пространство, где дети и молодежь из разных стран смогут не только отдыхать и получать образование, но и учиться жить в атмосфере взаимного уважения и единства, отмечает он. Любая экономика – это инвестиции. Да, это хорошие инвестиции, нормальные, добропорядочные инвесторы, как говорится. И если этот проект будет реализован, будет не только в Гальском районе, будет экономика расти, будут рабочие места. Наверное, рабочие места будут и в смежных районах. Это будет и Ачимчирские, и Ткварчальские районы. Все получат, конечно же, и, во-первых, и основной эффект, и мультипликативный в том числе. Конечно же, будет обрастать инфраструктура, и будет много всего еще будет простроено, помимо туристического. Еще и сфера обслуживания будет там уже параллельно налаживаться. Я думаю, этот эффект будет очень прекрасный. Дай Бог, чтобы у нас это получилось. Спасибо. Его реализацию во многом берут на себя российские партнеры, которые как бы при поддержке ассамблеи это делают. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Начинали этот проект Ассамблея. Если я не ошибаюсь, банк ВТБ российский генеральным спонсором является этого проекта. Ну, дальше, скорее всего, будут еще привлекаться дополнительные инвесторы. Ну, уже от желания будет зависеть. Если нам будут привлечены еще дополнительные средства, мы, конечно же, найдем их применение. Я думаю, эффект будет, конечно же, экономический рост в районе будет однозначно. Спасибо. И еще вот этот детский фактор и молодежный, он очень важен, потому что, ну, как бы мы поможем и подрастающему поколению. Да, это будет как аналог Артека, наверное. Вот что-то, как если вы помните, да, в времена Советского Союза дети, прошедшие Артек, это была и дружба, и коммуникация, и потом совместный рост, это давало большой эффект. Надеюсь, у нас это получится.
Программа Всемирной Ассамблеи включала обсуждение глобальных вызовов сохранения и развития человечества, ценностей нового мира и духовно-культурного единства. Сердечно приветствую участников и организаторов Первой Всемирной Ассамблеи «Новый мир осознанного единства». Организация проделала впечатляющий путь. Как региональное объединение, за 8 лет она вышла на мировой уровень и сегодня выступает движущей силой гуманитарного сотрудничества. Особенно ценно проведение молодежного форума. Будущий облик мира зависит от молодого поколения, чье стремление к прогрессу и интеллектуальный потенциал служат главным двигателем социальных преобразований. А технологии откроют ему путь к прорывным решениям назревших проблем. Держитесь ЮНЕСКО и Всемирной общественной ассамблеи. Так мы сможем выстроить мир, прежде всего мир в умах людей. В каждом отрезке этой исторической вертикали развития результативность мышления этого этапа всегда была определена силой действия категорий, законов и императивов. Кроме того, в исторической эволюции человечества наибольшей выживаемостью обладали те сообщества, которые на этой научной основе и обеспечивали системную организацию функций управления, которая сегодня в современной цивилизации, вслед за экологическими и другими ресурсными проблемами, вместе с нравственностью стала наибольшей глобальной проблемой, которую нужно решать всем вместе. Участники Всемирной Ассамблеи уверены, подобные инициативы открывают новые горизонты для глобального диалога и создают фундамент для будущего, основанного на доверии, взаимопонимании и единстве. Тея Басария, Рустам Зантария, Саид Каджая, Гал Медиа.